Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события понедельника. Духовный объект. Такбир! Такбир! В Грозном состоялось открытие Исламского культурного центра. Масштабный комплекс объединил пространство для молитвы и образования. Человек-легенда. Это фотовыставка возможности прикоснуться к личности Ахмата Хаджи Кадырова через его фотографии, увидеть, каким он рос, каким был в юности и каким остался в нашей памяти. В Доме торжеств Дагуна Амаева состоялось мероприятие, посвященное 75-летию со дня рождения Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Новый статус. علما قلبا قرآن قلبا دولشا هنقشش نورغتن قاعين قيمة تقاش زعولو. Исламскому центру Даруль Хадис вручили лицензию на образовательную деятельность. Новая единая система обучения и новые возможности для хафизов республики. В Грозном распахнул свои двери новый исламский центр. Рамзан Кадыров лично принял участие в церемонии открытия грандиозного духовно-просветительского комплекса. Впечатляющие масштабы и уникальное архитектурное решение. Это настоящее украшение города, которое объединило под одной крышей муфтият, молельные залы и образовательные учреждения. Передаю слово Рамзану Абуеву, который стал свидетелем этого исторического момента. Такбир! 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 Громким такбиром встречают Рамзана Кадырова на открытии Исламского культурного центра имени пророка Мусы мир ему. Масштабы поражают. Грандиозный комплекс расположился на площади 13,5 тысяч квадратных метров. Торжественная церемония начинается с чтения аятов благородного Корана. Архитектура монументальна. Здание выполнено в прямоугольной форме. 4 его портала высотой до 19 метров, украшенные мраморными узорами и арабской вязью. По углам в небо устремляются 4 минарета высотой 55 метров. Об уникальности нового центра рассказывает муфти Салах Хаджи Межиев. Dünyanın çoğu yahkam bolşa, ostaypana yok çağı yolş mettik davetna yer doq jawhar doyer. Qonaqtar xız bol, isbah bol boçça, isbah tavan bol davetna qoyun. Yer Ahmad Hajdal gazot qabul dölsuna ez dünyanın çoğu walar sana daqa qoz qay prit çoqa çarsan çaqbeli er bol taganar mettik hayolş doy. Otsxen çoğ vezgılolç Allah dal şaq شيء يقوش كما شالي تانا شيء سيخ ديغا بيركتين دنيا شويت نايز دنيا شوينج دين ساعة يرسي ألف عام دلاي شاور غروالاي قرآن عامين دين عامين إيش دين عاموش دين حلقة داقن دال شين دوخ علم دل دوخ إيمان دل شاوي زردل شيء يلشو زردل عليه الصلاة والسلام شيء أستاذ أولى الشيء قام شيء موخ دين دي زردل ويقومخ أجر ديكو وشول قونا حلقة وقندالة هينس من قشول شوج أكثر لوني حقاش نقوي ويتغن حلي هوشتول هرستيوم شاء أحمد حجدال غازو قابل دايل سنة تو ديل دو عدين خل دوشتول نيت تو ديل دو حق دوشتول قا تو ديل دو أربعين بوش بولنيق تعشي كويوشا أتنيق ستيومش حلي هوش دوي دال وندين دوشتول ديك صودو قلوي خاصة بين شارع خم بين شارع دويل ويدال دل يشنبو عليه الصلاة والسلام نه خمسة بين شو دال خمسة بين الله تو نقعسن حونا حين دال خوتين دوشتول بعد ميلادو قوش داتح حون شاقور واتسون بو ما عندوتسن ويقومنا حلد عيان يلشوش ويتاريخ يردوين ساعة هر زمدي قاتشلت أينشتاين قاتشلت هاشي تونخسن دال بيركات حدالتين سيديغ ويقومن حدلدات أصيبن دال ويقومن دوق دين سوغت ويغ بين قيخيتن بوق أحمد حاج دال غازو قبول دولسن طوي باتش رمضان عج ومخدا تون كنت أحمد حاج كنت
Цунга долштол, эге дохха долштол, держ, дал цундин долштол, дик. Отсол дик волшолч, от шеде, дик кан туқиз. Тагана от шедет дик волш, от шеде ник лقرش تيغان تيح. شقا باقين دقو يعشول. ويباتشا ويميخدا رمزان حج. وزوزغلوج الله دال مокшмеш дука واغويل дал диканс биакан байлон. Молельные залы рассчитаны на 15 тысяч прихожан. Пространство продумано до мелочей. На первом этаже расположились муфтият, конференц-зал и библиотека. Выше молитвенные зоны и рабочие кабинеты, а на цокольном этаже типография и медресе. Историческое событие приурочили к 75-летию со дня рождения первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. شيخ منصور يردين صح دقة دين قيسش ديق الخلة هو يقوم قون خوي والله بقمدو متغل الدين يقيسش درج قيسش مخ بقيرتش لول وشكر صح خلأش برغتو قومنا شيء باخرح شلغو شيء وزدنقلح شيء غلق يعباغي تشاشبوغش قوزلغو شيء دين عالش دغيرتش تاغنا ويقاتش دوش دولحال أحمد حاجي بيركتسه ديلق هي تمس ويق قاتشا إلرده دال رمزان حاجينا دين الله دله قيتم بالله هوينا هو نعمتي قاتشوي سازيم بعرقش بالله ندق بعرقش هو داس حايش صح وين مثلا قندل إذا قيهية ميخلوه الشدالة هر بيركت شيقر صدى أحمد حاجي سينو هازو الدار أوبل دويل ياسمنا داويل سينو رمضان حاجي تغنوي مخكدا. Преобразилась и территория вокруг. Здесь обустроили уютный сквер с фонтанами, зонами отдыха и высадили порядка 30 тысяч деревьев и декоративных кустарников. В честь открытия собравшиеся делают дуа. Центр назван в честь пророка Мусы, мир ему, посланника, чье имя упоминается в Коране чаще всего – 136 раз. Он был удостоен особого титула – собеседник Аллаха, так как Господь миров говорил с ним напрямую, без посредничества ангелов. Его жизнь – символ непоколебимой веры, мужества и стойкости. Звучит величественный призыв с высоты минаретов. Муэдзин оповещает мусульман о наступлении времени вечернего намаза. После звучит икамат, и сотни верующих встают ровными рядами на молитву. Своими впечатлениями о значимости и уникальности центра, объединившего под одной крышей все необходимое для духовно-просветительской работы, делятся жители. قدم در حقول دل دكو حيشي برا دال بيرك دويلر ومخكن بردين والش ومخدن ديل ريز دال سيدو دال عالش والإدر خود دز همادات خود وقمادات ام بعضو خاصن دقدنا خذنا بيركدين اتخذات بوخبال بوهر بوسر ناخن دوخ صوت رمضان وجدا شاب بوسر دين بوت وياش خارسو يوغاش اخ دا بيركد واخر اخ دا بوسر نمسه برصعبوي. В рамках мероприятия провели масштабную благотворительную акцию для собравшихся. Кульминацией стало чтение маулида в восславлении Аллаха и его посланника. Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Саид Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Прикоснуться к истории, увидеть жизненный путь человека эпохи. С этих кадров начался вечер памяти Ахмата Хаджи Кадырова. Масштабная фотовыставка позволила гостям проследить путь первого президента от детства до руководства республикой в самые непростые годы. В столице прошло мероприятие, посвященное 75-летию со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. О том, как чествовали легендарного политического и духовного лидера, в сюжете Медины Мударовой.
Еще до начала официальной части в фойе Дагуна Амаева развернулась масштабная тематическая фотовыставка. На стендах вся жизнь человека эпохи. От самых ранних детских снимков, сделанных еще в Казахстане, до архивных кадров, где он уже руководит республикой в самые тяжелые годы. Эта фотовыставка – возможность прикоснуться к личности Ахмата Хаджи Кадырова через его фотографии, увидеть, каким он рос, каким был в юности и каким остался в нашей памяти. Торжественный вечер объединил сотни гостей со всей страны. В своих выступлениях государственные деятели подчеркивали, подвиг Ахмата Хаджи Кадырова имеет колоссальное значение, говорит президент России Владимир Путин в своем видеообращении. Самый сложный момент, когда общество было разделено и расколото, а республика, по сути, лежала в руинах, Ахмат Хаджи взял на себя колоссальную ответственность. Его позиция, основанная на глубокой внутренней убежденности, была однозначной. Судьба Чечни неотделима от судьбы России. А его главной целью было не просто остановить братоубийственный конфликт, а покончить с ним навсегда. Со словами глубокой признательности к президенту страны и родному народу обратился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что все победы и достижения современного региона – это прямое воплощение идей и целей его отца. Ассаламу алейкум, уважаемые гости, дорогие друзья. Сегодня мне позвонил президент России Владимир Путин. Он почтил память Ахмата Хаджи, выразил слова поддержки, а также передал свои теплые пожелания команде Ахмата Хаджи и всему народу. Сегодня первому президенту Чеченской республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову, исполнилось 75 лет. Пусть меня не станет, я уже считаю себя победителем. Эти слова моего дорогого отца отражают, как он сильно переживал за народ. И мы, его команда, готовы были отдать за него жизни. Все эти годы мы воплощали в реальность его идеи и его принципы. Ахмат Хаджи дал чеченцам возможность впервые выразить единое общее мнение. Сначала на Конгрессе народа в 2002 году, затем на референдуме в 2003. Весь мир наконец-то услышал, что чеченцы устали от войны. И Ахмат Хаджи хотел закончить ее, а не остановить. С самого начала политической деятельности его поддержал президент России Владимир Владимирович Путин. Прошло 20 лет. Единственное место на земле, где полностью побежден терроризм. Мы развиваем, строим, достигаем нового вершины. История всех рассудила и показала, что путь Ахмат Хаджи был самым правильным. Ведь на его стороне была всегда правда. Ахмат сила, Аллаху Акбар. О государственном мужестве Ахмата Хаджи, взявшего на себя ответственность в самый критический момент истории, говорил заместитель председателя правительства России Алексей Аверчук. Ахмат Хаджи Кадыров стоял у истоков восстановления государственной власти в республике, возрождения доверия граждан к этим институтам. По его инициативе был проведен референдум по принятию Конституции Чеченской Республики, закрепивший выбор народа в пользу единства с Россией и мирного созидательного пути развития в составе Российской Федерации, нашего общего многонационального дома. Дело, которому он посвятил свою жизнь, было продолжено усилиями его сына, главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Чеченская республика – это динамично развивающийся субъект Российской Федерации. Мы видим рост инвестиций, создание новых рабочих мест, образуются новые семьи, рождаются дети. Республика привлекает людей со всех регионов России. Масштаб этой даты и личные качества первого президента отметил полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Я запомнил Ахмат Хаджи как человека исключительно порядочного, волевого и при этом интеллигентного, глубоко эрудированного и образованного. Мы познакомились в 2001 году, когда я в должности министра юстиции Российской Федерации занимался возрождением судебной системы республики. В ходе моих командировок мы вместе решали текущие задачи, в том числе по созданию практически с нуля службы судебных приставов, восстановлению разрушенных в ходе боев зданий судов. Ахмат Хаджи также приезжал ко мне в Москву, и мы немного и предметно разговаривали о том, как поскорее вернуть республику в мирное русло. Ахмат Хаджи Кадыров оставил после себя как восстановленную республику, так и ясный курс, которому сегодня следует регион, и который стал залогом силы и единства чеченского народа.
Символом мужества и духовной силы назвал Ахмата Хаджи Кадырова раис Татарстана Рустам Минниханов, акцентировав внимание на нерушимом братстве двух республик. Мне, к большому сожалению, не довелось встречаться с Ахмат Хаджи лично. Однако нашего первого президента Ментимира Шариповича Шаймиева с ним связывают добрые доверительные отношения. Ментимир Шарипович всегда отзывался об Ахмат Хаджи как о человеке невероятной смелости, который посвятил своему народу всю жизнь без остатка. Светлая память об Ахмате Хаджи жива, и она будет бережно храниться в сердцах людей многих поколений. Ментимир Шарипович и Ахмат Хаджи, они и по сути, и по своему характеру очень близки. Даже если посмотрите, вот чеченские флаги, наш флаг тоже одинаков. Поэтому мы с огромным уважением относимся как к нашему лидеру Ментимиру Шариповичу, также и Ахмат Хаджи. Воспоминаниями о личной дружбе с первым президентом поделился председатель ЛДПР, депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий. Он отметил, никакая страна не делала столь стремительного рывка в развитии, как Чеченская Республика. Я счастлив, что мне довелось дружить с Ахмат Хаджи, быть участником и свидетелем тех уникальных событий. Ни одна страна, республика, территория за последнее столетие мировой истории не делала столь стремительного рывка от тяжелой ситуации, от разрухи до процветания, плечом к плечу, вне зависимости от партийного билета в кармане, возраста, вероисповедания или места жительства. За страну, за президента, за нашу скорую победу и за великую память Ахмат Хаджи Кадырова. Ахмат, сила! Для гостей подготовили театрализованную постановку. Из глубины сцены доносится священный азан, который пытаются заглушить звуки разрывов снарядов. Но сквозь весь шум появляется светлый образ Ахмата Хаджи Кадырова, читающего дуа. Программу продолжили номера артистов чеченской эстрады. Женский вокальный ансамбль «Нур Жоухар» показал зрителям трогательное выступление. Выступление Мурада Байкаева отозвалось в сердце каждого зрителя, напомнив о заложенном Ахматом Хаджи Кадыровым принципе единства и верности Отечеству. Это дети войны рвались в бой без приказа. Это детям войны снились мирные сны. Это дети войны, бой родного Кавказа. Это дети войны, гордость нашей страны. Трогательной точкой концертной программы стал дуэт кавалера ордена Кадырова, заслуженной артистки Российской Федерации Алины Муртазовой и Зайнаб Юсуповой с песней «Сын отцу». Отец, твои идеи будут жить, и все твои стремления воцарятся. Мы будем всей Чечней любить твои дела, ими восхищаться. Впечатлениями от масштаба личности Ахмата Хаджи и сегодняшних успехов республики поделились гости мероприятия. Наш день начался как раз с посещения могилы Ахмата Хаджи Кадырова. Мы почитали дуа. Сегодня присутствовали на мероприятиях. И еще мероприятия будут продолжаться. То есть его знает не только вся Россия, знает весь мир. И мы понимаем, что если бы не этот путь, если бы не он, то путь Ахли Сунна
путь традиционных мусульман бы не сохранился, был бы просто ваххабизм, была бы безмазхабность. Поэтому его заслуга, она очень велика. Для тех, кто сегодня отстаивает интересы Родины, на передовой имя Ахмад Хаджи – это святой символ воинской доблести и несгибаемого духа. Ахмад Хаджи для нас – это, по сути, своей символ возрождения нашего Отечества и народа в целом. А для бойцов, которые сегодня находятся в подразделении, скажем, спецназ Ахмад, который непосредственно возглавляю я, для этих бойцов на самом деле это большая ответственность, потому что мы, как подразделение, которое носит имя великого сына чеченского народа, героя России Ахмад Хаджи Кадырова, ощущаем на себе эту ответственность. 75 лет со дня рождения первого президента – это дата, которая напоминает каждому о главном. Мир и благополучие Чеченской Республики завоеваны высокой ценой. Медина Мударова, Садимин Мусаев, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». С ночи официальные лица прибывали к могиле первого президента Чеченской Республики. В день 75-летия со дня рождения героя России Ахмада Хаджи Кадырова они отдали дань памяти, вспоминая вклад национального лидера в историю возрождения субъекта. Подробности у нашего корреспондента. Еще до рассвета в Ахмат-Юрте у могилы первого президента региона внуки Ахмада Хаджи Кадырова. Они почтили его память, прочитали священный Коран и сделали дуа. В эти часы собираются близкие и гости. Здесь вспоминают человека, чья жизнь неразрывно связана с новейшей историей Чеченской Республики. شبع قولات شرح دي ريفرندومين قومي غتا هاتنا شيق بوتين الجح احكيك تعوردوي سستاي رسي تشلا هليز الج تعوردو شاشي قوم برتبح اكيك تعدرت برتبح تعوردو شالا ريفرندومين الحمد لله Ahmad Hajda Gazov qabuldayçında dalı berkattin dünen çuwaytinu dünen çuwa oluş dünen çuwa osuş quna hada oluşdol berkat hadal dol berkat qun neqa hada oluşdol berkat xastam joba beşdu hal rabancan hetivetiye tahan وين ستيس شو من شعبوش ناهن ستيس خينا دوش دول تان دل سديان دول نعمش دال حتى خيسنا وين تان دال تعشي كويوش هر بقول خودين دوش دول نيت دال دول در حديث القدس يا دال بوخ شيلي بقول شينت إبيرزيش بوخ وتشيلي انتي دال خلق دير زور دوشا عمد عشسا بالبول قيخم قندوش مسيري دقني عداقيت خلق برت بر بوشتك إذا شيء ديوز لع برت سبلوش شيء ديوز ولنا خلا دولدش إذا مل خل بوابو خلق برت بر بوشتك إدوش نه دقع دقيتر قوند خلق دالر أجر دخبان إزدو بال دعي برنا دال شيء قيتم تبيل خورنا ونال شيء برت بولوش متعديل قيتم بولدير. Ахмад Хаджи Кадыров вошел в историю Чеченской Республики в один из самых сложных периодов. Для чеченского народа его имя связано с началом масштабных перемен, возвращением к мирной жизни и формированием современной республики. Сегодня его деятельность рассматривается как одна из ключевых страниц новейшей истории. إجار حبي أختربو يستقيل البوشي إجار هم بخارات أدويز الأختو بوشي حالدر شيء عشي عن قنق لوسا برا عمله واش أسويش استق دعوارا إجار خلويدا شو خشوا خليزة إزو خوز حالدو شو يخشوا إجار حيز لقاها تشوف أكبر شيء إجار روب يوجا داوش تو زيرك شيء كن داوش تلسنا إزبيسنا أصلا داوش تليوش بين بيلك حبيقرسنا بيل خباش ولا لارك خدا صوت باس خباقرسون از لورو ال بوانا مدخم دو هر سنم چنسا گنا مداس هرون هون خل ديسا على اسانتاگي گچار خباقن سوكتو خيشينال ولا ان در واقعتن دي وانا ان در واقعشه دي هادين ان در ويلريزا
يوضع ويش استقبل بو أسوأ جار حبي كان شيء ناس من دعم سدينيرا دينا شايل بو مو دينيرا عشان وزن ده الأستقبل شيء نس جيت شيء هينز حي نس جيتها عشان دع دينير سنة سندي على أحمد حجاراس قبل دويلة أدمن نو الله ما يبوش تجا دائما شيء ده شيء أول شورا وإذا أول شيء ورس ما تعرفي ساد واشرا بين وخواتنا خيل دقنا أبوك اللولا تاشي دار شيء لولو تتعدق بالبناء بوش داخله هون الحبل بالفيد وأول شيء هذاك المشروع أساس الشيء دين هو دين الشيء فيد حبل شيء إذا شكا ماجدين بعنشكا حجرشين إذا متعلمش دويش بوش إذا ناهن شو خص مشين إذا سمعشكا يا ملالا توشا وديسا دويل عدوكو خاني إذا يوشا خزنياسن ونقشي شا أوغر حالتي شتير توام بيتوام تسابي الأدم يسي داخل نو آدي قنا تاقشي ساسقو شا ديل دوحا أقا طحي قسا غازو تحدقنا مقدادي الويد لا غاز تقوم كنا هو دعمل كنوويجشكا. С рассветом посещения продолжились уже с новыми гостями. В Ахмат-Юрт начали приезжать представители российских регионов и федерального политического сообщества. Для многих участников сегодняшней церемонии посещение могилы Ахмата Хаджи Кадырова – это возможность отдать дань уважения человеку, с именем которого связана важная страница в истории современной Чеченской Республики. Именно отсюда начинается программа памятного дня, объединяющая гостей самого разного уровня. Среди тех, кто специально приехал почтить память Ахмата Хаджи, раис Республики Татарстан Рустам Миниханов. Для него визит стал еще одной возможностью отдать дань памяти. То, что сегодня есть в Чечне, это вот благодаря Ахмат Хаджи. Я хотел бы сказать еще более шире. Если бы вот таких руководителей, как Шаймиев, как Кадыров, соратники нашего президента Владимира Путина не были рядом с Россией, она могла развиваться совсем, все могло быть по-другому. Благодаря вот мудрой политике нашего президента и его соратников вот, Ахмат Хаджи и Ментимир Шариповича в мире согласия живут все нации и все религии. В этот день сюда продолжают приезжать люди, для которых память о первом президенте Чеченской Республики связана не только с историей Чечни, но и с историей всей страны. Один из них – председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Для всех нас Ахмат Хаджи был, есть и вечно останется великим человеком. Человеком, который, наверное, неправильно говорить «был». Он и остается духовным лидером своего народа. И сейчас чеченский народ играет огромную роль в том, чтобы последняя схватка с нацизмом человеческой истории была выиграна. Сегодняшняя дата – это не только повод вернуть события прошлого. Это возможность еще раз обратиться к истории человека, чьи решения и поступки продолжают оценивать спустя годы. Память о нем сохраняется в воспоминаниях тех, кто знал Ахмата Хаджи Кадырова лично и передается следующим поколениям. 75 лет со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова объединяют людей разных поколений. В Ахмат-Юрте в течение дня сменяют друг друга гости. Желание почтить память человека, чья жизнь и деятельность была нацелена на мир, благополучие, а главное – безопасность жителей Чеченской Республики. Дени Хамидов, Лёма Мандиев, Бикхан Ибиев, Вести, Чеченская Республика. Глубокая вера и стремление к знаниям вели его с юных лет. Получив богословское образование, он осознанно выбрал путь служения исламу и своему народу. Сегодня, спустя 75 лет со дня его рождения, мы вспоминаем, как этот человек стал символом мужества и возрождения Чеченской Республики. Руины сменились процветающими городами, а регион стал одним из самых безопасных в России. И это все результат курса, заданного первым президентом Ахматом Хаджи Кадыровым. О том, какой след оставил этот выдающийся человек, в нашем следующем сюжете. 23 августа 1951 года. Суровые степи Казахстана. Годы депортации. Именно здесь, вдали от родины, началась история человека, которому было суждено изменить ход национальной истории. Кто бы мог подумать, что именно Ахмат Хаджи Кадыров станет тем лучом света, пробивающимся сквозь тьму. И все же невидимые знаки великого предназначения было видно уже тогда. Восстановление города, в каком плане, в образе она будет, это вопрос очень сложный. Но я бы хотел видеть хотя бы центр Грозного в том
том плане, которым она была до начала Первой войны. Чтобы что-то у нас, мы могли восстановить какой-то образ своего города, его восстановить в том образе, который она была. С раннего детства Ахмад Хаджи впитал в себя главные ценности своего народа – глубокую веру во Всевышнего и непреклонное достоинство. После долгожданного возвращения семьи на историческую родину в село Цинтарой юноша отличался особым стремлением к знаниям. Окончив школу, он осознанно выбрал путь служения исламу. Ахмад Хаджи получил богословское образование в знаменитом медресе Мир-и-Араб в Бухаре, затем в Ташкентском исламском университете. В 90-е годы, став муфтием Чеченской республики, Ахмад Хаджи Кадыров открыто и бескомпромиссно выступил против чуждой нашему народу идеологии ваххабизма и псевдорелигиозного экстремизма. Мы избавимся от тех, которые хотят постоянной войны нашей республики. Мы избавимся от тех горе-политиков, которые решают чеченскую проблему за нас. Мы им должны сказать: хватит, надоело делить Чечню, бомбить Чечню и делать с него какие-то полигоны. Хватит. Чеченский народ – это граждане Российской Федерации, это не террористы, это люди. Его целью было не просто остановить войну, а уничтожить причины, ее порождавшие. В июне 2000 года президент России назначает Ахмада Хаджи главой республиканской администрации. Это стало первым шагом к восстановлению государственности республики. А уже 5 октября 2003 года Ахмад Хаджи избирается первым президентом, набрав почти 100% голосов. У жителей появилась реальная надежда на мирное будущее. Впервые в истории нам уже такое право, возможность представлена. Народ должен определить, что он хочет. Референдум пройдет нормально, и люди выскажут свое мнение. Я надеюсь на хорошее. Может, какие-нибудь законы будут, может, какой-нибудь порядок будет. Гудермес, 11 декабря 2002 год. Первый съезд народов Чеченской Республики. Поворотный момент в новейшей истории. Его участники единогласно голосуют за то, чтобы остаться в составе России. Здесь же назначается дата проведения референдума – 23 марта 2003 года. Масштабы личности первого президента признаны на самом высоком государственном уровне. О ключевых решениях Ахмада Хаджи говорят не только на Кавказе, но и во всей стране. Я познакомился с Ахмад Хаджи Кадыровым в начале нулевых годов, когда он стал во главе республики. Время было исключительно трудное для Чеченской республики, да и в целом для страны весьма-весьма непростое. Но более плотно мы стали общаться с Ахмад Хаджи Абдулхамидовичем уже тогда, когда я стал руководить администрацией президента. Кстати, тогда он меня познакомил и со своим сыном Рамзаном. И мы встречались, обсуждали общую ситуацию. В республике шла контртеррористическая операция. Было очень сложно. Это отражалось, естественно, и на людях, на жителях республики. Но даже в этих труднейших условиях Ахмад Хаджи хотел сделать все для того, чтобы жизнь нормализовалась, вошла в такое нормальное человеческое русло. Естественно, мечтая о том, что в дальнейшем Чеченская республика получит хорошее развитие, станет процветающим краем. Исторический масштаб личности Ахмада Хаджи Кадырова признан на федеральном уровне. Его решение пойти на диалог с российским руководством и провести всенародный референдум стало поворотным моментом, который предотвратил распад страны и вернул республику в правовое поле России. Роль Ахмада Хаджи Кадырова стала судьбоносной не только для Чеченской республики, но и для всей нашей страны. Он внес решающий вклад в формирование прочной основы для будущего поступательного развития республики в составе Российской Федерации. Во многом благодаря его мужеству, безоговорочной любви к родной земле, искренней заботе о своем народе, республика уверенно взяла курс на поступательное развитие. Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров достойно продолжает дело своего отца. Для главы Чеченской республики Рамзана Кадырова путь отца стал смыслом всей жизни и главным ориентиром служения народу. Он вспоминает Ахмада Хаджи не только как мудрого национального лидера, но и как человека непреклонной веры и отцовской мудрости. Ахмад Хаджи из знатного рода. Наш род, религиозный род, имел авторитет. Поэтому больше я считаю, что это передалось от предков.
Мне тоже сегодня очень легче работать, со мной никто не спорит. Народ любой вопрос, который мы поднимаем, поддерживает. Мы тоже, как все, работаем, да, ничего не придумаем, все естественно. То, что нам обязал, то мы выполняем. Хочу сказать, что я во сне видел несколько раз, и как будто он приезжает откуда-то. Я ему говорю: о, хвала Аллаху, что ты приехал. Я буду отдыхать, помогать вам, буду быть помощником, легче оказывается быть руководителем. На самом деле его поддержку всегда мы чувствуем. Его завета строим республику, так скажем. Заложенный фундамент еще в 99-м конце, начало 2000-м. С этого мы не отходили, ничего не придумывали, строили республику, как он говорил. И дальше будем строить. Ахмад Хаджи успел сделать главное. Он спас народ от гибели и указал верный вектор развития. Команда, сформированная первым президентом, осталась верна его заветам. Под руководством главы республики Рамзана Кадырова руины сменились процветающими городами, а регион стал одним из самых безопасных и динамично развивающихся в России. Президент России предложение هنا وصلت هذه ذات الشيء شاشة قومي خطر دينا قومو Российской Федерация değildinlerdeş, payamar sunnatlardeş, düzel bak onçlardeş, tak omağılık adetlerdeş, negasını харжем харжме дилла от омо инч выбор ахиру шатер цахиру алту ах ишта и тярову шейт наши хармох халк беш болшнага хоча хартвам Россию холушул западный сатанистский шейтни организации цендел беш болбор то билгал бокш und эче хоча шейт наш уж взаимосвязанный болдел цендел велик амадаж ворх. Политическое мужество Ахмада Хаджи проявилось в самый критический момент истории, а преданность идеям национального лидера объединила вокруг него соратников, готовых идти до конца ради спасения народа. خادم إذا هتيوتي تعيش بايبار من حياة الدولش ناقية أحمد حجي ناقية تون ليشنست يدوق تون ليشنست إزي مخم خادلور باتس دالمولا إذا خين ياخل ويتعين وتأيو زمن إستورين ديونا خذ خادا بين هنسي وعلمنش ويازدر هو شاء مسارا يازديش وعبلوش بديونا إيش دالمولا ديونا حابو وربو إدرق ديونا أحمد حجي حا تني أخا تيشر تون تأخوتنا تون نيت حوار تو وقري حلا شاء بوخش ديك شاء ديلوش جيتر شيء نوختي قومك لوش تول دوجة خبرتي دوش شيء نوختي قومك لوش سوش جيتر شاء توخش تول كيكتس شاء أولش تول درس شيء ليلرز شيء ويلندز مسانا قوش داري إيش تون ديونا نوختي عن تيشات يش ديونا تون يري عادير حدوش تداوم. Ахмад Хаджи отлично понимал, победить зло можно только правдой и просвещением. Имя первого президента тесно связано с возрождением чеченской журналистики, духовных институтов и укреплением межконфессионального мира. Именно он начал открывать диалог с обществом, показав всему миру, какой на самом деле чеченский народ. Ахмад Хаджи – это такой пример, когда даже один человек в поле воин. Человек, который заложил для нас такую базу, отталкиваясь от которой мы сегодня имеем вот эти успехи, которые мы имеем. Благодаря этому человеку нам удалось победить международный терроризм, экстремизм. Сегодня Чеченская республика – это единственный регион, где на 100% побежден терроризм и экстремизм. Когда Ахмад Хаджи Кадыров возглавил республику, в регионе было менее 1 миллиона человек. Сегодня нас более 1 миллиона 600 тысяч. Я считаю, это ключевой показатель, который отражает уверенность людей в завтрашнем дне. Ахмад Хаджи был человеком бесстрашным и лично возглавил борьбу с международным терроризмом. Он объединил вокруг себя самых верных и преданных сыновей чеченского народа. Сегодня его имя стало символом мужества не только на Кавказе, но и далеко за его пределами. Бойцы спецподразделений с гордостью носят его имя на шевронах, защищая свою родину. Ахмад Хаджи на тот момент, когда он начинал борьбу против террористов, которые засели у нас в Чечне, когда он сумел договориться с Владимиром Владимировичем Путиным, на тот момент он был в таком меньшинстве,
За ним не было армии, у него не было за спиной там тысячных формирований. Но он в то же самое время сказал, что он готов отдать свою жизнь за то, чтобы вот его народ вытащить из этой трясины. И вот для нашей молодежи, для тех людей, которые не знают, кто такой Ахмад Хаджи, которым не довелось слышать и видеть его, они должны знать, что Ахмад Хаджи – это тот человек, который готов был отдать свою жизнь, самое дорогое, что есть у человека, для того, чтобы вытащить свой народ из той трясины, в которой он оказался. Взгляд со стороны человека, лично видевшего трагедию той войны через объектив телекамеры, известный военный корреспондент Александр Сладков вспоминает, каким мужеством и искренностью Ахмад Хаджи Кадыров поражал даже тех, кто видел его впервые. Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров – это не просто человек, это явление в новейшей истории России, нашей страны. Он появился в то время, когда мы все стояли на краю пропасти. Пришел на любви к людям и на доверие этих людей. Причем он пришел в самую сложную годину, в самой сложной республике, в самое опасное время. Для тех, кто хочет прикоснуться к живой истории и ближе узнать личность первого президента, в самом центре Грозного работает мемориальный комплекс славы имени Ахмада Хаджи Кадырова. Здесь с абсолютной точностью воссоздан его рабочий кабинет с подлинной мебелью, рабочими документами и личными вещами. В экспозициях представлены его государственные награды, уникальные фотографии из семейного архива и религиозные книги. 75 лет со дня рождения Ахмада Хаджи Кадырова – это дата, напоминающая каждому из нас о цене мира и единства. Путь, начатый первым президентом, продолжается в каждом построенном объекте, каждой счастливой детской улыбке и в непреклонной вере чеченского народа в свое светлое будущее. Медина Мударова, Алисхан Кацулов и Бекхан Эбиев. Вести. Чеченская республика. Не просто документ, а знак признания масштабной работы. Грозному центру по изучению священного Корана Даруль Хадис имени Ахмада Хаджи Кадырова торжественно вручили лицензию на осуществление образовательной деятельности. Теперь все школы хафизов республики получат единую площадку для системного обучения. Подробности у Мадины Кураевой. Просто документ, а знак признания большой работы. В Грозном центру по изучению священного Корана Даруль Куран имени Ахмада Хаджи Кадырова торжественно вручили лицензию на осуществление образовательной деятельности. شي دوكومنت يولش شي ليسنزي يولش شي بقو يوش خليز ألا ديل غنية تمسا دقة خنزامة يوش تتع بوخ بيش خلما ديزر شي بار محا رسي بتشع عيد البار محا سنتر إزوتشيني سوشينا وقرآن إيميني أحمد خاجي كدير وألا ديل غنية تمساني عيد البار مع وينا بقو حق يلا تغن أتنيق أحدال خاصة بيشه Теперь на базе Даруль Куран будут объединены все школы хафизов республики. Здесь дети и молодежь смогут системно изучать священный Коран, совершенствовать знания арабского языка и получать необходимую духовно-нравственную основу. خيركم شغديك عبرج من تعلم القرآن شين قرآن حامة دينا وعلمه إذا يخشر جوالته. بايمر ديل صلوات سلام عشان خيل تندل دولش دولش تامشين بقيش بالغيا معجزات يا أجر دوخ معجزات سيلا خيل دولش دول القرآن دو هون الشيء تحدل معجزات بايمر ديل خيل دول معجزات تقولش ديل تاق إيش قوتشا داخنا داخية معجزات شتو بوجود وناش سسن قرآن دائما لحشتك قرآن عامدر قرآن دحيخر قرآن تناخ قيبر عايشتي خيتر خوتشو وزدل يلشن غلق شمو داريال عليه الصلاة والسلام داري قرآن سن غلق درق إليرسو центр изучения священного Корана имени Ахмада Хаджи Кадырова تعالى قبول ليلسنا تغن وحيس دولشتول كيغتن بقو إزم كيغت دلع داتح قرآن مسسنا دات دلع بقو يولش دولشتولم قي جوج عودو شاغو يوتنسان داق ملاس شنو ديل ريز خيل دال ديكنس بيقن بيل وين بق يحكم بو بق طولا مدال مولعه ديل يرق أبل خلر بيلقو يولشا قيدع قي أزر نشكا حافش حارخ يتش
قرآن سأبولش علما سأبولش غلقة سأبولش وزوزغلوش الله داله وعلما حجاش قرآن حجاش دي بأيش بوصل دين قلبه بوغدوناج علما قلبه قرآن قلبه دولشة هر نقشة نور غحتن قاقين قيمة تقاش وزعول دالتي عبيرتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Особое значение центру придает и возможность официально осуществлять образовательную деятельность. Полученная лицензия – подтверждение того, что обучение будет проходить в соответствии с установленными требованиями. الله وخلر يتر كمارشون دا شاخلر يتر سنة تنخل الأولى تنخل دولنية ويقول نجدال شا قوبل درسه قرآن بلخ وريسبوليك عبارج بريعدقة بقي بلخش بورش شاشة خلش بلخش باتسورش بعنشكا حجرش حافظي إشكورش كرا أربولش بل بعنشكا حافظ الحمد لله مدقي بلخش دورش دالا هر ديكنا الشغل ويحيق مدويلة دالا هو ديكنا اشتياحة ويمكدا رمزان حجي Лицензию Даруль Куран передал лично помощник главы региона, секретарь Совета безопасности Адам Кадыров. Министерство образования и науки Чеченской Республики, подтверждающий статус действующей лицензии для автономной некоммерческой организации дополнительного образования Центр изучения священного Корана Даруль Куран имени Ахмад Хаджи Кадырова. История центра – продолжение пути первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который в регионе последовательно развивают на протяжении многих лет. Об этом говорил и директор Департамента Министерства просвещения Российской Федерации Усман Расуханов. بوصل بناخده وين حجري شيز وين شكول شيز بيش عاموش وين ماجدك شيز بوش والتور توقيقن وما دور تن توبيل النيق بور تغن لجدينا وي مخداس ونوجو خدينا أردال ينق حبوش بو وتستح ديل ريز خلج قيمته وين ال هم دوق دون أستح وبلغلو يقنون إتو حقو دي نق إير أتخين لون دا وين مصر أغور أتوخلش تاق وي بيرش وي باخر خوي خز كيلو القيم نشتن الدنيا نجح داخل خوشين حدوش دقوي دا المغلح إتوناخ. Вклад тех, кто принимает непосредственное участие в создании условий для духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, отметили благодарственными письмами Министерства просвещения Российской Федерации. Благодарственным письмом Министерства просвещения Российской Федерации вручается помощнику главы Чеченской Республики Кадырову Адаму Рамзановичу, советнику главы Чеченской Республики, муфтию Чеченской Республики, председателю Координационного центра мусульман Северного Кавказа Салаху Хаджи Нитаевичу Межиеву, советнику главы Чеченской Республики, генеральному директору телерадиокомпании «Путь» имени Ахмад Хаджи Кадырова Адаму Сайдалхановичу Шахидову. Даруль Куран получает официальный статус образовательного центра. А значит, у школ хафизов республики появляется единая площадка для обучения, развития и передачи знаний о священном Коране следующим поколениям. Мадина Кураева, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. География впечатляет. Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Катар и десятки других регионов России. В Чеченской Республике завершился 30-й чемпионат по тактической стрельбе памяти Ахмата Хаджи Кадырова. О том, кто показал лучшие результаты, как проходили решающие поединки, узнаем из следующего материала. Позади ночные бои, штурмы и выматывающий марш в броске. Прямо сейчас команды сражаются в финальной, самой динамичной эстафете «Дуэль». Уже через считанные часы станут известны имена лучших из лучших, которые получат главные кубки и призы от регионального общественного фонда. Но главный итог уже очевиден. Элита спецподразделений в очередной раз доказала высочайший уровень подготовки.
Подполковник Абдулла Набиль Срур Аль-Абдулла на военной службе уже более 20 лет. За плечами офицера десятки престижных международных соревнований по всему миру. Однако в Чеченскую республику приехал впервые. Его сборная из Катара показала хорошую подготовку и пробилась в полуфинал. Соревнования были организованы на высочайшем уровне. Нам противостояли очень сильные и достойные соперники. Поэтому борьба на каждом этапе была действительно сложной. Нашей главной задачей был выход в полуфинал. И мы выложились на максимум, чтобы достичь этой цели. Мы рады, что нам это удалось. География чемпионата большая. На полигонах Российского университета спецназа сошлись бойцы из Вьетнама, Объединенных Арабских Эмиратов, Белоруссии и десятков субъектов России. За ходом решающих этапов лично наблюдал куратор центра, секретарь Совета безопасности региона Адам Кадыров. Он оценил высокую боевую готовность участников. В течение нескольких дней командам предстояло пройти серию упражнений, где проверяются точность, скорость, физическая подготовка и слаженность действий. Это самый зрелищный этап наших соревнований, который не входит в общий зачет, но и тем не менее показывает стрелковый уровень участников, потому что все упражнения, элементы, точнее этого упражнения проходят очень динамично. Все элементы устроены таким образом, что стрелку нужно пробежать динамично, правильно изготовиться, прицелиться и нажать на спусковой крючок. То есть все эти факторы в совокупности очень сильно влияют на результат, и их неправильное выполнение влечет за собой выбывание. Дуэль – это классическое испытание на выбывание, где одновременно на параллельные дистанции выходят две команды-соперницы. По сигналу таймера бойцы совершают стартовый рывок и стреляют по мишеням разных видов. Главное – скорость и точность. Любой промах означает потерю драгоценных секунд, а побеждает тот, кто первым поразит финальную цель. С каждым этапом сетка соревнований становится уже, а градус напряжения выше. В полуфинале сошлись сильнейшие коллективы: 94-й полк Ахмат, подразделение Курчалоевского и Гудермесского отделов внутренних дел, а также команда УГИБДД. Без подготовки здесь, мне кажется, людям делать нечего. Подготовка там за 4-3 месяца должна совершаться, просто чтобы подготовиться к этим соревнованиям. Потому что Российский университет спецназа максимально сложные упражнения делает. Там не только нам физика нужна, выносливость нужна, работа с оружием, чтобы правильно была. Здесь мы, грубо говоря, сейчас на международном уровне находимся. Моя задача как снайпера заключается быстро дойти до огневого рубежа, максимально быстро совершить 2 попадания, 2 выстрела, после этого передать эстафету другому участнику. Неваляшка – это с пистолета, который стреляется, это самое, можно сказать, сложное, непредсказуемое. И 2 раза уже справился, надеюсь, еще раз. До финала дойду 100%. И вот главная интрига. В решающем поединке лицом к лицу сошлись 2 титана турнира. 94-й полк оперативного назначения Ахмат и сборная УГИБДД. Все решили доли секунды. Проявив феноменальную скорость и точность, победу вырвала команда УГИБДД, завоевав 1-е место чемпионата. Команда УГИБДД! Там, где нужно было собраться, собрались. Там, где нужно показать всю свою силу, показали. И стали новыми чемпионами в нашем упражнении «Дуэль». Красавцы! Паники, вот حاجة ندوي شادقي. قد إعوش نير على بانيكي ولا عجمة لا زي كنت ضيع ساعة ولا ساعة بانيك خلايات تقطع عوشني دعوة دي قبضة الحقيقة تشوف بلياتوش دايم حلق ولا هو تاعنا شونجير شادقي. В прошлом году мы вышли в финал, но там уступили команде. В этом году нам было принципиально одержать победу, и с помощью Аллаха я промоцил ехи. 30-й международный чемпионат памяти первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, завершен. На торжественном вечере в банкетном зале Ирсиаде победители получат заслуженные кубки и медали от регионального общественного фонда. Медина Мударова, Адлан Хусаинов и Бикхан Эбиев. Вести, Чеченская республика. Молитва, благотворительность и память о первом президенте. В селе Гелдаган прошли мероприятия, посвященные Ахмату Хаджи Кадырову. Коллективный намаз, чтение мавлида и раздача продуктов нуждающимся семьям. Слово Ахмеду Рамазанову. 75-летие со дня рождения первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова отмечают не только в регионе, но и далеко за его пределами. В память о национальном лидере проходят религиозные обряды зикр и маулид, а также организуются масштабные благотворительные акции.
Память о Ахмат Хаджи Кадырове чтут и в селе Гилдаган. В мечети имени Махки Даудовой собрались члены семьи председателя правительства Магомеда Даудова, богословы и местные жители. После обеденного коллективного намаза собравшиеся прочитали маулид, вознесли дуа к Всевышнему, прося мира, процветания и благополучия для мусульман. Сразу после религиозного обряда в селе организовали масштабную благотворительную акцию, приуроченную к памятной дате. В ее рамках совершили обряд жертвоприношения. Для этого подготовили 2 крупных бычков. Мясо жертвенных животных, а также продукты первой необходимости распределили и доставили малоимущим и нуждающимся семьям. Подобные благотворительные и религиозные мероприятия в субъекте уже стали доброй традицией. Путь, начатый первым президентом, продолжает приносить плоды мира и единства. Жители села выражали благодарность за оказываемую поддержку и заботу. دلنا مسو خصن سانش مسارا سانش لا مسو يرتا مسير سانش لا قبل دار إلى الويل. Память о Ахмат Хаджи Кадырове живет в добрых делах и искренних молитвах. А знаки внимания и всесторонняя поддержка для тех, кто в них особенно нуждается, в регионе уже давно стали неотъемлемой частью каждого памятного дня. Ахмед Рамазанов, Шамсуди Жабраилов, Сайцелим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В селе Биной Нажаюртовского района прошла благотворительная акция от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ее приурочили к 75-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики. Для местных жителей подготовили 800 наборов с рисом и сахаром. Их передали нуждающимся семьям и участникам специальной военной операции. Вместе с тем прошли и религиозные мероприятия. После зухар-намаза состоялись мавлид и зикр. Собравшиеся совершили молитвы за мир, благополучие и милость Всевышнего. Ahmad Haj wa om ugarsila ona khelu e wa omo laralur omo cinzdeg cindüzelzdeg lardesh şeyda anşka Ahmad Haji cindüzel biyokş işte cind akhwetan Ahmad Haji niyada hadosh wa ando dal Ahmad Haji gazwat obal doyle dal tahna wa walwa pascha Ramzan Haji dal wa duqwa wa tahan sanna ويقوم دول ده ويقوم خيج أمنش خلها سيلر ديتا تانا أحمد حاجي جنكت رمزان باندوشه ويقام كورت أي أنا ودينين دعد علي الشدو. В Курчелое прошла благотворительная акция, организованная региональным общественным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова в честь дня его рождения. Религиозные деятели собрались вместе, чтобы вознести молитвы, а затем отправить грузы в отдаленные районы. Репортаж Турпала Литайсумова. Рука помощи для нуждающихся. Мешки с сахаром грузят в автомобили и готовят к доставке по таким районам, как Курчелоевский, Гудермесский, Шелковской и Нажаюртовский. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова организовал благотворительную акцию в честь 75-летия со дня рождения первого президента Чеченской Республики. Религиозные деятели собрались в месте проведения для чтения мавлида и дуа. Всего 5000 мешков, по 5 килограмм сахара в каждом. По словам кади Курчелоевского района Саид Хасана Вакаева, благотворительные акции регулярны и доходят до каждой нуждающейся семьи, за что они выражают слова благодарности президенту фонда Аймане Несиевне и главе региона Рамзану Кадырову. شنو خص مشقاتي تا وين تدي اللي قردو بس الى اخر وجه الله دا القبل ساعد والإذا وين ما خا ساعه اذا تندقر دوخشن دوشتور ساعه دا القران شوحتين تردون هالجا تعبير دابين وشو تك تردو علق يتعبير قاعد عبيتش اقور كان حلبول اسهور كان تعبير خلق وين ما خا دور بع خلق ايش تا اوتون ترو علق ديل دوحتا دوخ شو تق تودين غندوشتور تصدق ور بعدين الله دا قبل دين دايوش بس الى اخر وجه الله دا الادار سان لويله قهر سان شبه عندلوشه وين ما
مخا أرحى مسومتها شاشليوخ شتكن إشقاش بويلا لش بوانا عالش بويلا إشتهر سابا هندوش إس أوكرانيا حا أستمتع قلحوش بولوي ويجري إشموكش ماشليلي تا خص قاس شيء هوسمش إش أبيرز باهندويلا بقل بقدلش ومسنا تعدي قردقة عمد عجل دقيقة الوالزة تاقا إدقلاتر إتن دعدر هند ألشة أدمي أجر مرزهم هو صدو ألا إيش شيسة طبعا هو خش وإيش سيل داخل وقاشي تشي صدع دلته ونخش قامشين إيه حالته الله ده الغازة تنقوبل دويلة بس إلى آخر وجه الله تعالى هرسا نشد القوبل دويلة والحمد لله رب العالمين. В день рождения Ахмата Хаджи Кадырова во всех уголках жители субъекта вспоминают его добрые дела. Они отмечают ключевую роль этого великого человека в новейшей счастливой истории региона, укреплении единств и установлении мира на чеченской земле. Широкомасштабная помощь приходит до всех, кому нужна поддержка. Акции от фонда регулярные и разнообразные. Турпал Алита Исумов, Хусейн Мурдаханов и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Команда представительства главы Чеченской Республики в Татарстане провела благотворительную акцию на базе Центра реабилитации «Приют человека». Мероприятие приурочили к 75-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Горячей едой были обеспечены 220 человек. Команда пришла со своими детьми и лично участвовала в раздаче еды. Ребята вместе с родителями помогали раздавать обеды и на личном примере убедились, как важно поддерживать тех, кто в этом нуждается. Акция стала выражением уважения к памяти Ахмата Хаджи Кадырова и его идеалам служения людям. Сегодня нас посетила команда представителей главы Чеченской Республики. Помогают нам при раздаче еды, общаются с нашими подопечными, гостями. Поэтому хотим им огромное спасибо сказать, то, что они такой пример показывают. Памятные мероприятия прошли в Гудермесском муниципальном районе. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова организовал раздачу сахара по 5 килограмм. Помощь оказали нуждающимся и семьям участников специальной военной операции. Подобные акции в день рождения первого президента Чеченской Республики прошли в каждом районе региона. Их главная цель – оказать адресную поддержку людям, находящимся в непростой жизненной ситуации. Такие добрые дела продолжают традицию милосердия и взаимопомощи, а память об Ахмате Хаджи Кадырове находит отражение в конкретных инициативах, направленных на благо людей. وصلوا دال الله دال وموقع وقام عالش تيشه تقوى باش خد قلا شو مدري ساق قبل دوله دال عالش بولوس دال تعبير كتيله. В Ачхово-Матальновском районе прошел цикл религиозных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики. В центральной мечети имени Батал Хаджи Билхароева верующие совершили коллективный зикр. К молитве присоединились представители духовенства, старейшины и жители района. Собравшиеся сделали дуа, прося милости Всевышнего для Ахмата Хаджи Кадырова и возвышения его места в Ахирате. Вместе с тем звучали молитвы о мире, благополучии и единстве, а также о баракате для Родины, чеченского народа и каждой семьи. В рамках благотворительной акции регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова прихожанам мечети раздали мясо жертвенного животного. قشرة عمد حج دنيا نشوال والشوال خوز طيب خيط شقوش إيداء حق ربيع الأول بتاع نسل الله ومخكح مصنعاء دالي إلشن بركة سأتيش يوش مولش ديش ذكرش ديش دع نشدو دوغش ساغ نشدو وإذا سيلع والشوال جدالة ويدع نشدال جوف لويل ويساغ نشدال قوبل دويل. В станице Старогладовская Шелковского района открыли новый парк. Объект площадью более 1 гектара включает зоны для отдыха и занятий спортом. Проект стал победителем всероссийского конкурса и реализован для жителей станицы. Далее в сюжете. Место отдыха для семей и занятий спортом взрослых и детей. Новый парк украсил станицу Старогладовскую Шелковского района. Почетные гости приняли участие в открытии. Глава администрации муниципалитета Альбек Бугаев поздравил всех с полезным объектом. Сегодня мы открываем благоустроенную общественную территорию.
станицы Старогладовской, приуроченный к 75-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Этот проект был представлен в Казани и был победителем всероссийского конкурса. Отличившиеся наградили благодарностями. Награждается Министерством Российской Федерации. Официальные лица торжественно открыли красивый парк, а дети показали свои физические способности. Парк занимает площадь больше 1 гектара. Пространства достаточно для прогулок и спорта. Турпа, Лолита Исумов и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. На центральной площади столицы состоялся вечер нашидов, посвященный 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для гостей подготовили насыщенную духовную программу. На сцене выступили коллективы Чеченской государственной филармонии имени Шахбулатова, Департамента культуры мэрии Грозного, детская студия «Ихсан», женская группа религиозных песнопений «Анниса», а также известные исполнители. Вечер стал данью уважения и памяти Ахмату Хаджи Кадырову, а его участники смогли провести время в теплой атмосфере. Музыкально-литературная композиция «Халк Анконах Мех Канси» состоялась перед Чеченским государственным академическим драматическим театром. Мероприятие прошло в день рождения первого президента Чеченской Республики. Его приурочили к 75-й годовщине Ахмата Хаджи Кадырова. Творческий проект под символичным названием стал выражением глубокой признательности и дани уважения лидеру, заложившему фундамент мира и созидания на чеченской земле. Площадь перед театром превратилась в единую культурную арену под открытым небом, собрав и жителей, и гостей города. Театр совместно с Чеченской государственной филармонией сегодня провели для нас потрясающее музыкальное, художественное, театральное представление. И мы, в свою очередь, работники культуры, мы можем именно через песни, через стихи, через спектакли отдать дань уважения и чтить память нашего героя, национального лидера. Очень приятно, что люди проявляют такой интерес. Мы видели, да, что сегодня собрались жители, которым не все равно, которые также проживают эту боль, проживают то переживание, что человека нет с нами. Но несмотря на то, что его нет сегодня с нами, он живет через искусство, через культуру и через все деяния, которые мы сегодня видим. Программа памятного вечера получилась невероятно насыщенной, эстетичной и эмоциональной. Зрители смогли прикоснуться к истории через уникальную тематическую фотовыставку, в которой были представлены 18 спектаклей театра о жизни и деятельности первого президента Чеченской Республики и посмотреть фильм про Ахмата Хаджи Кадырова. На культурной встрече прозвучали пронзительные поэтические монологи и вокальные произведения в сопровождении Чеченского симфонического оркестра. Сегодняшний вечер, то, что мы решили все-таки провести на улице, на Театральной площади, перед Национальным театром, это впервые у нас. И я думаю, что эту традицию надо продолжать, потому что таким образом у всех жителей Чеченской Республики появляется возможность стать соучастниками этого вечера, за что я в конце вечера и поблагодарила всех зрителей и гостей столицы за то, что они разделили с нами этот вечер и пригласила всех с нами сфотографироваться. Так мы становимся еще теплее друг к другу, еще добрее, еще ближе друг к другу. То есть то, к чему нас вел Ахмат Хаджи Кадыров, это к дружбе, к братству, к миру и процветанию. Далгазу поболдовцы. Скорость, заносы, борьба за каждый поворот. На автодроме «Крепость Грозная» прошел первый чемпионат Чеченской Республики по дрифту. На трассу вышли 40 пилотов из разных регионов страны. Участников распределили по 2 категориям – «Сток», «Стандарт» и «Про». В этой группе выступают специально подготовленные автомобили. Каждый продемонстрировал технику, точность и мастерство управления. Соревнования приурочили к 75-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова.
У нас в республике дрифт становится все популярнее. Здесь, на автодроме «Крепость Грозы», где созданы все необходимые условия для проведения всех видов соревнований по автоспорту, также и для дрифта мы специально создали площадку, где в любое время они могут приехать, заниматься дрифтом. С первых дней первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров объявил, что спорт надо развивать в республике. Без спорта будущая нация – это под большим вопросом. И спорт, образование, культура – это были первые его слова. И он сам лично занимался вопросом восстановления. Среди автоспортсменов Руслан Зортов из Ингушетии. Он занимается этим уже 3-й год. Представляет команду «Инг Авто» и выступает на BMW E95, которую они собрали сами. Для него этот чемпионат – очередная возможность проверить себя в борьбе с сильными соперниками из других регионов. 3-й год, как у меня есть эта машина. Мы сначала купили просто голый кузов и как конструктор начали собирать кузов от BMW, коробка российского производства Герсет. Настрой хорошо провести время, покататься с братьями, получить удовольствие и соревноваться интересно, интереснее, чем просто ездить, и вот получить удовольствие от процесса соревнований. Память о первом президенте в эти дни чествуют не только молитвами, благотворительностью, но и спортом. В Шали состоялся турнир по ММА к 75-летию Ахмата Хаджи Кадырова. 8 регионов, 12 категорий и настоящая борьба за победу. Об итогах в нашем следующем сюжете. В спорткомплексе имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в городе Шали состоялся турнир по смешанным единоборствам, приуроченный к 75-й годовщине со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. В соревнованиях приняли участие сильнейшие бойцы из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Спортсмены выступили в 12 весовых и возрастных категориях, проведя 12 зрелищных поединков. Каждый бой подарил зрителям яркие эмоции, красивую технику и настоящую спортивную борьбу. По итогам турнира победители и призеры были награждены грамотами, медалями, чемпионскими поясами и денежными призами от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Рамзан Ахматович Кадыров сделал все условия для наших спортсменов любого вида спорта. Поэтому будем устраивать часто такие бои, будет стимул еще раз встретиться. Турнир стал не только ярким спортивным событием, но и данью уважения памяти Ахмата Хаджи Кадырова, внесшего значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Чеченской Республике. Турнир дал мощный импульс молодым спортсменам. Для каждого из них октагон стал не просто площадкой для борьбы, а важным шагом к большим профессиональным победам. Ахмед Рамазанов, Шамсуди Жабраилов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.